Черно-белые фотографии словно свидетели подвига целого народа в борьбе с фашизмом. Сыны ингушского народа наравне со всеми мужественно защищали свою родину в годы Великой Отечественной. Бембулат Гагиев, командир эскадрона 255-го отдельного чечено-ингушского полка. Он был комбатом офицерского состава 4-го Украинского фронта. Затем попал в часть 810-20. Был в действующей армии и дошел до Польши. Его подразделение оказалось в самой гуще Сталинградской битвы. Цевишли хана, кукчого лозбия бортов чакан. Бака тхдаз ялр дихана, бембулат дихана, лурш куна дия قهيجا دихана, مقرخ شفدر هواي أن يالر, هيخو مق ديهانا. أسودن أسكر بيس ده سود ديهانا, سود صاد ديهانا لا تبر سنوقستي. أخبار ده كور كورس زاوت شخان سغاج مزق واقوم وشو حياس إكان, كورشتي إخاشيلش برش كوجا, إك بيئلا تم يخو خرس. В книге «От Терека до Эльбы» Мавлида Висаитова описывается бой, в котором старший лейтенант Гагиев застал противника врасплох. Сосредоточив огонь минометов и противотанковых орудий по огневым точкам, в короткой схватке уничтожил врага, но, к несчастью, в этом бою он был ранен. У каждой фотографии своя история. Иса Аушев – один из немногих, кто знает о событиях 40-х из первых уст. Он был 6-летним ребенком, когда началась война. Исма Османович помнит, как из родного Сурхахи на фронт уходил его старший брат Аббас, пулеметчик разведгруппы, защитник Сталинграда, Хабаровска, настоящий герой. Я их лично провожал почти до Икажу. Они уехали, потом нам пришло письмо, что он находится в Сталинградском направлении. Потом пришло нам письмо, что они в Харьковском направлении командует Чувков, командующий был. Ну, он там прослужил, пулеметчик был второй номер. Потом он стал первым номером за того же работу. И звание ему дали сразу младший сержант. Аббас Османович служил в разведроте. Домой, а точнее в Казахстан, к своим братьям и сестрам он смог вернуться только после окончания войны. Младший Иса до сих пор помнит, какую гордость испытал, когда увидел старшего брата, героя и воина, который был ему вместо отца. Он дослужил до 1947 года, и его хотели направить в Японию. Японию его не дали за то, что он ингуш. Потом он в 1947 году в октябре вернулся в Казахстан домой. Капитан в звании. Да, ну, орденами он был, все, награды были. В то время, в 1944 году, во время депортации ингушей в Казахстан, многие солдаты, выходцы из Ингушетии, вынуждены были менять свои имена. Чтобы остаться и продолжить воевать за свою родину, Николай Гайтукиев, он же Зиаудин Джамалдинович, одним из первых решил во что бы то ни стало не покидать фронтовых товарищей. Мне обидно было с фронта уходить. От тех товарищей, которые со мной в окопах лежали, в открытом небе, под открытым небом мы лежали. Вот о ком мне больше душа болела. Я не мог их оставить во время войны. Они воюют, а я, как сказать, удалось мне убежать домой. Похожие и в то же время разные судьбы. Кому-то повезло выжить в тех сражениях и вернуться к семьям, поведать о тех событиях своим родным и близким, а кто-то остался лежать у незнакомого поселка на безымянной высоте. Со дня старта проекта «Лица Победы» в Краеведческий музей обратились уже десятки людей, чтобы увековечить память о них. Ветераны не только герои, яростно защищавшие нашу родину, они – живые голоса истории. Хава Гагиева, Новости 24.